Просто произошла такая ситуация, да, вот, например, ну, как вы говорите, да, мы казахи. Как мы можем о своем языке плохо говорить, правильно? Ну, мы тоже, с одной стороны, не виноваты, что мы не понимаем по-казахски, правильно? Потому что у нас как бы, ну, вы сами понимаете, у нас в школах везде идет образование на русском языке, правильно? Сынок, я окончил русскую школу. Ну, вам, Учился в энергетическом институте. Второе образование получил автомобиль и автомобильное хозяйство. Все образование в советское время было только на русском языке. Мой отец был преподавателем русского языка и русской литературы. Он знал всю поэзию Лермонтова от А до Я наизусть. Я не встречал ни одного человека, никакой национальности, будь русской или другой, английской, французской, я не знаю, казахской там, чтобы хотя бы одного маломальского поэта, чтобы знал от А до Я. Вот отец был феноменальный. Я сам примерно 30-40 поэм, наверное, знаю. Хочешь, до утра буду рассказывать поэмы. Сейчас, до утра поэмы, не считая стихотворений. И этим я сам себя не оправдываю, Арман. Понимаешь? Мен қазақпын ғой. Менде намыс бар. Ты посмотри на улицу. Выйди на улицу в Караганде, немножко взгляд пусти. Посмотри на двух представителей чеченской нации, которые идут. Грузинской, армянской. Корейцев не считай. Азербайджанской, узбекской нации. Они все разговаривают друг с другом только на родном языке. Они меньше тебя обрусили. А почему-то на казахов, вроде вас, вы к религии тянетесь, бороду отпускаете, усы сбриваете, да? Хотите и в этом влиться в свой родную стяжу, казахскую национальность. Но за счет ислама это, наверное, не получится. Это искание корней, я понимаю, но посмотрите на улицу, стараться надо говорить просто. Стараться больше употреблять этот язык, и всего лишь больше ничего не надо. А оправдываться, что я русскую школу учил, это оправдание лентяя или оправдание человека, который не уважает этот язык, просто ищет себе оправдание. Такие дела, ребята. Я принял ваши извинения, Мадина. В следующий раз будь умнее, құлыным. Қазақтың әп-әдемі қызысың. Қазақтың қызы кім деп көрсетсе, мін деп көрсетуге болады ұялмай. Көзің бақырайып нете берсің. Ал сырттан бәрібір де сен. Орыс болайын десең түрің келмейді. Қазақ болайын десең тілің жоқ, құлыным. Тіл керек. Язык является великим носителем любой самобытной культуры через века. Нет языка, нет народа. Русской ты все равно не будешь, құлыным. Поедь туда, в Москву, куда? Там скинхедов достанешь, и как они будут над тобой издеваться. В лучшем случае ты в лицо будешь щуркой, колбиткой. Здесь тоже ты за спиной такая же, как бы ты ни говорила на русском языке. Слышали про Андрея Вознесенского, великого русского поэта? Вот он говорит, прочитайте его в блоке. Меня тошнит от людей другой национальности, он пишет, которые говорят на моем, то есть русском языке, без акцента. Ибо они рабы или рабского сословия люди. Ибо раб только может забыть до конца свои корни и перенять все хозяйское. За что люблю Мухтара Шаханова и уважаю его, за то, что он, зная мой русский язык намного больше меня, говорит на моем языке со своим прекрасным казахским акцентом, добавляя в него всю образность и богатство казахского языка. Все народы, которые выше я перечислил, говорят все на своем акценте, только вы хвалитесь, что вы говорите без акцента. Орыс болмайсың, құлыным, ағылшын да болмайсың, француз да болмайсың. Және қазақтың жерінде қазақтың қызысың тұрғысы. Қайда бармасаң да қазақтың қызы боласыңдар, қазақтың балалары боласыңдар. Қазақтың тілін сақтаңдар, олдар. Мың жерден сақал өсір, Арман, құлыным. Қазақша сөйлемесең бәрібір қазақ емессің. Араб бола алмайсың бәрібір, құлыным. Сол. Әркім өз ұлтымен етіру. Почему процветает Япония? Потому что они уважают свой язык, свои национальные традиции. От этого они отстали? До 12 лет ни один японский мальчик не слышит иную речь, кроме японского. До 12 лет японские дети обучаются только 4 предметам. Японский язык, японские традиции, японские сказки, японские обычаи. Все, больше ничего нету. И что, японцы, отстали, что ли? Нет, да? Вот подумайте об этом. Будьте здоровы, ребята.